Приветствую, друзья! Программа «Просто вкусно», канал Якутия-24. С вами Петр Цыпандин. Если мы в Якутске, в гастрономической студии нашей встречаем сами гостей, то мы сейчас находимся в замечательном городе Лёкминске и сами в гостях. И знакомим вас с жителями этого замечательного старинного многонационального города. У нас сегодня в гостях Рита Глинуровна Имаева и Тахир Васильевич Кугунуров, представители татарской общины в городе Лёкминске. Я прав? Да. Да. Спасибо, друзья, что приняли наше приглашение принять участие в нашей передаче. И мы нашу передачу называем «Кулинарный концепт», кулинарное ток-шоу. С чем вы к нам сегодня пожаловали, что будете готовить? Я буду готовить татарское национальное блюдо шулпа. Шурпа. У нас у татар называется шулпа. Шулпа. Да, шулпа. Это бульон куриный. И в процессе я буду рассказывать, из чего и как делается. Блюдо не очень сложное. Ага. Можно будет приготовить. Но я вижу курицу, это круто. Да, уже. да, Так. Курица, капуста, морковка, лук, остальное алёкминская картошка, конечно, обязательно. Конечно же. Да. У нас Алёкминск славится, что самая лучшая картошка в Якутии — это алёкминская, правильно? Так, а у Тахира Васильевича что? Буду готовить также национальное татарское блюдо под названием кыстыбый. Кыстыбый. Просто в народе говорят кыстыбы. А у нас в Алёкминске вообще, моя мама, она называла их почему-то всегда хастыбы. Это, наверное, разные варианты произношения. Все-таки мы от Татарстана были давно оторваны, и поэтому разные варианты. Готовится лепешка, и для начинки этой лепешки картофельное пюре, бывает каша пшённая. Тоже алёкминская картошка. Да, тоже обязательно. Конечно. В частности, даже дабанская. У меня здесь курица. Курица уже. Да, курица, и заливаем мы ее холодной водичкой. Да, и на максимум, в обратную сторону. Включаем плитку. Подогнали новую плиточку. Да, по такому случаю. И курицу заливаем водичкой, и пусть она у нас пока варится. Я в Алёкминск приехала в 1991 году. С мужем мы тут поселились и продолжаем жить. У нас тут дети родились. Я работаю в филиале Алёкминской нефтебазы Саханефтегазбыт. До сих пор продолжаю работать. Изначально я работала инспектором по кадрам, теперь у меня немножко другая специальность. Но я продолжаю там же работать. Мы уже считаемся коренными якутянами, я себя считаю. И дети тоже у меня также. Дети тут тоже продолжают работать, у них семьи. Многонациональная семья у нас. Да, не только у нас татары, у нас есть и якуты, и белорусы. У нас многонациональная семья, так что я этим очень горжусь. Татарская община у нас с 2019 года. С 2019 вы уже организовались, общественная организация, получается, да? Мы организовались, а официально мы зарегистрировались в 2022 году. Вот совсем недавно. Да, чтобы побольше уже у нас было возможностей, чтобы мы могли уже решать посерьезнее вопросы. Итак, Тахир Васильевич, а что касается вас? То, что я родился в городе Алёкминске. Вы коренной житель тогда, получается? Я коренной житель, так. Да. И это было давно, конечно, в 1958 году. Мои родители, моя мать татарка, кстати, она тоже была одним из организаторов этого ансамбля татарского. Здесь в Алёкминске в 80-х годах его создали. И она также выступала там. И я проработал здесь в ветеринарной станции. В 2013 году ушел на пенсию. Женат, 3 детей, 3 дочки. Женат на русской. Поэтому дочери у меня уже наполовину татарки, 50%. Недавно еще была такая, если что, можно расскажу немного.
Внук родился у меня 5 месяцев. И дочка говорит, ну и у нее муж тоже татарин. Вот. Если у меня, говорит, у нас 50% внук, значит, ты, папа, я 50%, значит, у нас 100% внук получается татарин. Я так посмеялся, ну, да, наверное. Вот. Родился-то здесь, в городе Алепинске, но у меня в малом возрасте увезли в Башкирии. В Башкирии я год прожили, и мать замуж вышла за Кукунурова Василия Федоровича, уроженца Верхневилюйска, село Далыр. Поэтому у меня от него фамилия. Вот я ему благодарен, конечно, он поставил меня на ноги. Татарские, башкирские имена, фамилии появляются. Вообще знаете историю, вот когда вообще татары в Алепинске появились? Да. Вы же говорите, что вот здесь вы прям родились, да? Да, у нас, ну, татары у нас уже еще со времен восстания Емельяна Пугачева. Потому что в то время как раз после подавления восстания, в самом восстании участвовало 85 тысяч татар и башкиров. Мгм. Вот. И вот после этого подавления несколько тысяч татар выселили. Ну, Якутию. сильные дела, все Да, прочее, да. да, в ну, то есть, Якутию. как бы, Вот. ага. А так на настоящий момент в 1812 году была первая перепись по Якутии. Вот. И там тогда в Алепинске, вот именно у нас, было где-то 347 татар Ага. и 85 башкир. В 1862 году это была русификация, и тогда очень много было, которые не согласились, татары, башкиры, они переехали, их выселили сюда. Вот, тогда Алепинск, Якутск и Вилюйск районы. Вот. Но больше всего было, конечно, в городе Алепинске. Если вот до революции, да, после революции у нас вот половина нашего города, это до поликлиники, вот с самого верхнего конца города, это был полностью татарский аул считался. Вот. Итак, ну что касается общины, да, ну если вот вы говорите, что много татар, башкир, да, зачем вообще нужна община? Какие вопросы вы решаете? Ну как зачем? Ага. Обязательно должна быть семья. Семья, которая решает все вопросы. Вот мы и объединились в одну большую семью, потому что один человек только не может решить вопросы, он с кем-то должен советоваться. А много народу уже объединяет это вообще? Вы же сказали, по-моему, как общественная организация регистрировались в 22 году, да? если Да, не в ошибаюсь? 22 году мы зарегистрированы официально. Ну, у нас пока не столько много человек, но около 100 человек у нас в группе. Нет, ну это много. В группе уже есть. Ну, смотря, сейчас, вот последние 2 года к нам уже присоединяются с Наслегов, что это очень радует. И к нам присоединяется молодежь. Может быть, вопросы не очень корректные, да? Какие-то отличительные особенности, ну, то есть алепинские татары. Алепинские татары, обычные татары, но только то, что... Типа татарские татары и алепинские? Да. Есть различия? У них Разговорным, скорее здесь, всего. да, здесь разговор у них совсем другой. Вот я приехала, мне как-то по-другому уже они разговаривают. Некоторые слова я даже изначально не понимала. Ну то есть некоторые говорят и по-татарски, Да, то есть да, получается, вот да? в частности костыбы, я вот сказал же. Вот, Варианты ну, произношения. Да, варианты произношения. И вот мать моя тоже, у нас тут в военкомате служил, в 80-е годы служил, начальник военкомата был татарин. Он очень близко с матерью моей общался. Вот. И они друг друга не понимали, он из Татарстана, он из-под самой Казани. Вот. И тоже вот не могли толком, некоторые не понимали слова. Ну, в общем-то, все равно схоже. Ну, Я считаю, конечно, все равно. Ну, здесь вот у местных же тоже же и говор другой. Да, и По говор районам другой. тоже говор другой. Ну, И тут по-якутски, тоже, да, мы тоже иногда бывает, что Да. некоторые северных улусов, Вот. ну, конечно, понимаем, да, в основном, Да. но бывают слова, которые, ну, скажем так, вызывают затруднение. Вообще на другой- Разнятся в да, произношении. разнятся в произношении или вообще другие по-другому звучат. Вот А Тахир Васильевич сказал хыстыбы, да, вы сказали? Костыбы, ага. Хыстыбы. 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 Оно больше склоняется к башкирскому Да. хыстыбы. А костыбы это уже чисто вот по-татарски говорить. Ну, башкирский, татарский, это, ну, как бы рядом же, да, я проезжал да, это рядом. много раз. Ну и якутский тоже очень. Моя мать отлично отца понимала.
Есть схожесть, Хоть я и конечно. по-татарски не разговариваю, но так знаем. И по-якутски уже, наверное, знаете. Ну, по-якутски тоже. Что-то, значит, ну, понимаете это всего- уже. Да, конечно, уже сколько лет живем, Да. конечно. Конечно, с рождения живу. Вот. Вот картошка закипела, прекрасно. Рита Галидовна, вы сейчас, я смотрю, делаете что-то мучное. Вы сказали же, по-моему, лапшу, да? Да, домашняя лапша это обязательно для шурпы обязательно она должна быть. И как бы он Ну, основной. это как лепешка получилась. Или будете раскатывать? Да, конечно, раскатывать буду. Это еще, знаете, это очень долгий такой Вот так, процесс. да? Да, как раз 30-40 минут это будет делаться лапша. Да ладно, да? Еще 40 минут варится. Якутский суп национальный тоже предусматривает, что надо лапшу такого Да. ручного приготовления. У меня обычно жена дома приготовит мне тесто, а я сам раскатываю. А вы сам хитренький режу. такой, да? Ну, самая большая работа. Резать, мне кажется. Да, и раскатать. это правильно надо нарезать. Раскатывать очень плечи сильно устают, когда много раскатка-то. Ну да, надо же очень тонко делать. Да, конечно, Воздушное у меня такое напряжение постоянное. Тагир Васильевич, у вас устают, а у нас у женщин не устают. Мы мужчины же слабые. Женщины более привычные. Да, как мой муж говорит, я же не виноват, что ты женщиной родилась. Ну да. Так, а вы, Тахир Васильевич, ну, я смотрю, у вас картошка. Да, это для начинки у меня картофель варится наш алёкминский. Так. Ну, вот. Так что А дальше что вы делаете? приготовил тесто. Сейчас оно у меня отдыхает маленько. А, у вас уже тесто готовое почти. Да, тесто я уже приготовил. Вот. А какое Здесь тесто? Тесто обыкновенное. Вот. Пресное? Туда, да. Нет, маленько подсоленое. Чуть-чуть. Мгм. Ага, Нет, я имею в виду не дрожжевое. Нет, Ага. да, не дрожжевое. Ну, чисто мука, молоко теплое, вот, и чай это маленько растительное А, вы это уже масло. сделали незаметно. Да, Потому что я вот пока я тут помню, что в самом вы начале передачи вы разговаривали там, да, с Ритой Глинуровной, я тут да, и вы раз подсуетился. Вы какой Я шустрый. видел, что вы молоко грели, и дальше я не помню, Да, что вы да, там да. делали. Так, мне же лук надо еще нарезать, что-то разговариваю, а сам-то забыл. Тоже Так, а приготовить. какой процесс вообще? Вы немножко чуть-чуть расскажите. Ну, то есть вы Ой, подготовили спасибо. тесто, Ага. начинка, Ну, начинка варится у меня. а еще. начинка И вот варится, щас- лук. Да, И да, как да. это будет выглядеть? Это вообще? Вот сейчас начинка у меня сварится, картофель, я его растолку в пюре. Так. Вот, пюре приготовлю, вот, лук обжарю и лук это тоже в пюре добавлю, молоко. Ага. Вот. И масло сливочное с растительным маслом лук обжарю, это будет все в пюре, и она пюре должно такое Ага. мягкое быть. А потом Вот. как готовится это? А потом я буду делать Не в из духовке. теста лепешки. Так. Лепешки на вот блиннице у меня. На этой сковородке на сухую, без масла, без ничего. Поджарить. Поджарить с двух сторон. И все. И потом на одну половину кладется картофель, пюре, картофельное пюре. Мгм. Другая сторона закрывается, маслом обмазываешь, и все. Да, ну- Костыбы готовы. Мама у нас часто костыбы готовила, потому что это сытные, дешевые блюда. Да, очень сытные. Да, многодетных семей нужно было бы детей чем-то накормить. И Чуть не чаще уронил. готовили вот это костыбы. Вот, Костыбы. да, Тахир Васильевич говорил, что костыбы готовятся с картофельного пюре и чаще еще готовятся с пшенки. Пшенки. Да. Ну, вот что самое интересное, да, хоть мы так далеко оторваны от Татарстана, Ага. вот, Казалось но бы. все-таки у нас вот за эти все годы, хоть мы и обрусили тут уже много, вот, но татарские блюда многие сохранили. Да. Да, да. Многие Вот что готовят. касается Вот. татарских блюд, да, потому что Да. вот за 4 года существования нашего телепроекта многие гости были тоже из Казани, из Татарстана приезжали, да. Ребята, вот совсем недавно гостья была тоже из Татарстана, которая приехала специально для Дикой Азии, да, работать. Вот она тоже готовила какое-то татарское блюдо. Какую основу? Я вот знаю, самое знаменитое, это вот, конечно, вот чак-чак, да? Чак-чак, да. Чак-чак, да. Да, Чак-чак да. тоже готовили передачи, да. Ну вот какие блюда? В основную, по-моему, все-таки мясные, мучные блюда. Ну да, да. Да. Какие еще есть? Я вот, можно про чак-чак чуть-чуть расскажу? Давайте. Что чак-чак это готовится к гостям, Мгм. Дорогим гостям. да, Да. дорогим, уважаемым гостям. Мы тут постоянно готовим и постоянно встречаем гостей с чак-чаком.
Анна Трофимовна, знаете, вместе ходим, да, везде. И щак-щак у нас готовится еще на свадьбу. То есть должна Ну, на такие, на особенные торжества. приготовить щак-щак должна невеста. А. И по виду щак-щака уже знают, что Какая? какая рукодельница То невеста. есть чак-чак не получился, то все. Да, уже можно не жениться. А, вот так даже, да? Ну, Да ладно, нет, это я шучу. Тоже готовим шпишмак, Так, а это треугольник. У нас в основном ингредиенты идут картошка, мясо и лук. Только может быть разница в том, что Разные вариации, Да, да? Ага. мясо разное можно применять. Баранина, Говядина, баранина, курица, гусятина, там, ну вот такие вот. Беляш – это очень трудоемкое блюдо. Но он его почему-то прямо, вот я говорю, раз и вылаживает в группе прямо. Часто готовят. Сейчас, если Он я часто готовит. Да, дополню, это блюдо в основном делает, конечно, моя жена. Вот. Я только заготавливаю картошку начистил, мясо нарезал, это мое. Вот. Тесто делает жена, честно говоря. А научила жену моя мама. Ну, потом у нас есть тоже блюдо, вак-балиш называется. Оно тоже тесто основное, корочка. И готовится фарш, и чтобы много-много лука было. Тоже в духовке. Можно из пресного теста готовить, ну, также и дрожжевое тоже идет. Картошку вы Точно. подготовили, Делать смешали в пюре и с луком, да, смешали? Да. Я лук все время вымачиваю, чтобы он был нежнее, чтобы горечь уходила. И поэтому Какой маринад или это просто вода? нет, просто вода. Просто вода. Ну, то Можно холодный, можно горячий облить. есть и порезали, просто в воде подержали? всё. Да. Ага. Оно Еще бывает я хотел бы вкуснее. тоже боже добавлю. Давай. Картофельное пюре обязательно надо делать только толкушкой. Потому что некоторые могут делать сейчас механизированные блендеры, да все. Вот через блендер никак. Вкус совершенно не тот. Да ладно. Да. Да? Нужно по старинке. М. Вот, пюре Да. готово. Сейчас займусь тестом, лепешками. Ну, я заметил, да, много лука везде кладется, да? Да, Ну, обязательно, Тоже конечно. традиционно Лук получается. это самый главный компонент в еде. Для вкуса, да. Да. Без него ну никак. Припудрим мукой. Ну, чтобы не прилипало, видимо. Да. Вот видите, вы уже много начинаете понимать Не, и ну знать. я как бы и тогда знал, и сейчас уже, да. Что, ради чего все делается, стараюсь вникать. Не просто смотрите, да? Да, не просто Так, смотреть. Учиться сложим, тоже надо. Я уберем. иногда люблю готовить сам тоже дома. Ну вот, конечно, вы уже должны. Ага, так, Всё уметь. сложили. Просто, знаете, сейчас я чуть-чуть по-другому делаю, а у нас делается так. Так. Мы обратно заматываем. Вокруг скалки. Да. И нарезаем пополам. Некоторые вообще просто заматывают в трубочку и нарезают длинную лапшу. Мгм, как спагетти. Да. Так. Но она как при еде не очень удобно получается. там. Да. Как спагетти, как На любителя, в общем. да. Так, что у нас тут? И нарезаем. Тонко, я так полагаю, да? Как получится. Ух ты. Вот. Ловко вы. Вот как. Вот такой процесс должен. Какая И вот лапша. такая Получается- тонкая. Ну, прям как у вас вермишель получается. Нужно, чтобы припудривать, чтобы она не слипалась. Да, Ну, да, я да. думаю, у нас не будет слипаться, потому Ну, что она у вас и так там не слипается, я вижу. Ну, можно и муки добавить сейчас. нет, Нет, да? муку Уже ни нет. в коем случае не надо А. добавлять, потому что уже вкус поменяется и цвет бульона поменяется. Он будет такой А, мутный. да. Получится как селей по-якутски. Да. Так. Поэтому муку не старательно уже добавлять. На этом этапе уже нет. Все уже нет. Друзья, у меня такой вопрос у вас, к вам есть. А вы бываете на исторической родине своей?
Конечно, Ну, конечно. здорово, конечно. я это бываю. нет. У меня там родные есть, родственники. Общаетесь? связь Конечно. Обязательно посещаем места родины своей, школьные. Обязательно. Встречаемся с друзьями, с Да, подругами. придется. Обязательно. Всё покатать сейчас. И очень много привозим материала. Вот то, что за нами сейчас вот висит, вышивка. М. Вот эти работы, да? Я смотрю. Да, это вышивки моей тети. Учили вышивать и вязать, когда мы еще в детском садике ходили. И вышивали тоже в такой же возраст обязательно. Потому что раньше готовили девушки приданные своим мужьям. Должны были приготовить полотенца вышитые, постельные. Ну вот как вот висят, да? Да, вот, у нас, постельное белье вышитые, приданное, чтобы было вышитое своими руками. Очень много готовить, приготавливать должны были. И от приданного смотрели тоже, какая невеста. Прямо Работяги. везде задания. И чак-чак, и Да, переданное, да. Ну и вот постельное видите, белье да, за 20, и приготовление. Да. Ну да, целый ряд испытаний, да, должны были пройти. квест. Квест, да, квест, как сейчас модно говорить. Да. Да, иначе никак, да? И вот этим вышивкам уже, знаете, и если моей сейчас тете 89 лет, и мы вышиваем с 6 до 6 лет, 7 лет, 9 Да, лет. сколько лет она? Столько лет вот эти вот 80 лет вышивки. опыта. Представляете, Да, я вот представляю, да. сколько держится. И какие мы рукодельницы, обратите внимание. Ну, не возникает желания уехать? Либо что тогда вас держит, что раз вы тут живете? И я даже, знаете, Я никуда не хочу уезжать, потому что родной мой город, здесь родился, здесь на кладбище все мои родственники в основном, и поэтому меня зовут, в Питер зовут дочки обе. Нет, не хочу я никуда. Ну, Татарстан, конечно, охота было бы съездить, но сейчас билеты дорогие, то все, есть много причин различных, болезни, внуки, пенсионеры, внуки, да. да. Вот. Так То что, есть вся родня здесь, как говорится, да? да, и родня, И родня, основная близкие. тоже здесь. Ну, у меня тоже такого желания нету, потому что у меня тут дети и внуки. Ну, куда ехать? Хоть и сестры, лучше в гостях побывать, и все. Нет. Такого нету. И климат здесь у вас, и красивые места, Да, 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 да. и река. Очень красиво. Я вот живу на берегу. Правда, Природа очень весной отличная. страшновато, когда наводнение начинается. М. А потом уже, если затишье, Ну, уже- это вы уже красиво. привыкли, наверное. Ну, конечно. Да, каждый год одно и то же. как говорится. Стресс такой получить. Чуть-чуть, да? Адреналин. А тут наводнение бывает? Ну, самое большое было Бывает. в 2000 каком? Первом или Да, шестом году. 2000, когда в Ленске-то. Ну, когда Ленск, да, Да. да. Ну и Это выше вас. ну, потом все уже как-то поспокойнее стала река. Так, с лапшой мы справились. Так, ну, молодцы. я так полагаю, лапшу в самом конце, да? Да, Да, сначала, наверное, овощи. да. Еще маленько. И без масла, без ничего, вот на Да, специальной да, сковородке. да, да. Обязательно чистая сухая сковородка. Без Обязательно никакого- сухая должна быть Да, сковородка. да. В этом вся изюминка Ага, теста. С собой лепешки. ага. Потому что когда уже убираешь со сковородки, обильно смазывается маслом, и потом уже ложится начинка. Вот она уже как-то подсыхает. А, и поэтому вот готовые гастебаи у нас уже вот такие, да? Да, они Да, уже, да. видите, В таком в виде. масле уже. Подрумяненные. Вот. Теперь за Все, я на выключаю вашу одну плитку. половину закладываю Начинку. начинку картофельное пюре. Вот. А я все ждусь, не дождусь, когда вы это начнете. Вот это. Да я уже смотрю по вам. Да я уже вообще весь нетерпение думаю, когда же, когда же. Весь интерес у вас прямо в Да-да-да, лапше. именно в лапше, да. Потому что это мне напоминает какую-то эту итальянское. И делаем вторую половину и Это закрываем. Так,
Так, это вы пробуете овощи? Да. Я думаю, они готовы уже. Лишнее Вы правильно убираем. думаете. Минут 15 и все, куда они денутся? И обмазываем сливочным маслом. Ага. Вы просто натираете? Да. Просто натирает. Ложите. Все убираем. надо убирать. Все убираем. А, Все. Теперь нам только бульон только в нужен. бульоне готовить уже лапшу. Да, да. Так. Это и есть шурпа. Шурпа. И И просто закладываем. да, просто закладываем. Ну, постепенно, я так полагаю. Конечно. Чтобы они обязательно. И опять же не помешивать нужно. слиплись. Да, опять же в тесто, чтобы не превратилось. Да. И в кипящую, чтобы оно быстро схватилось, Да. скорее всего. И обязательно она быстро должна закипать. Я даже думаю, что это многовато будет. Да? Ну, смотрите Ну, сами, и- можем часть оставить. Ну, знаете, Тоже на глаз, да? я думаю, что ребятам, чем воду пить, лучше они... Погуще будет лучше, Да. вкуснее. Нормально. Нормально. Ай, вкуснятина. И все, буквально 3 минуты, Все, чтобы... 5 минут и все. Вообще, когда вот свежую домашнюю лапшу закладывают в бульон, только нужно довести до кипячения. И Его всё. кипятить нельзя, потому что вкус, весь смак в том, что только закипело и снять. И всё. Он уже сам доходит в кипятке. Да, все. И чтобы Ну, она то не есть, скорее всего, тоже же приготовление, ну, вот, знаете, да, ну, вот расхожее, то, что говорят, аль-денте. Да, да. Когда в зубах чуть-чуть так. Ну, это да, а здесь такого нет. Он... Не, ну вы настолько тонко порезали, что я думаю, что обычно же вот, 7 там, минут Да. пишут, да, Вот на тут пачке моментально макарон. варится. Да, а это Всё буквально равно варить минута надо. и все, мне кажется. Нет. Только-только, чтобы вот закипело. Тем более это же не из твердых сортов. Прям, Нет, поэтому- конечно, это Да. пшеничная мука. Конечно же, когда начинаешь готовить муку, обязательно мы всегда просеиваем. Так, ну что, друзья, давайте потихоньку готовиться к финальному этапу. Самая любимая часть моей передачи. К обеим такой вопрос. Вы старожилы Лёкминска. Чем вам нравится Лёкминск, что вы продолжаете тут жить? Буквально в одном предложении. В одном длинном предложении. Ну, допустим, вот я приехала в Алёкминск, мне сразу здесь понравились люди. Они намного мягче и намного добрее. А вам, Тахир Ну, Васильевич? Во-первых, это Алёкминск, это моя родина, родину, которую я очень люблю. Малая родина, большая это наша Россия, малая родина это наша Алёкминск. Я очень ее люблю, за ее богатый край. Вот, люблю охоту, люблю рыбалку. Рыбалка, река Лена, прекрасно. Вот. Охота тоже, да и на зверей, и на уток, гусей. Так что я люблю Алёкминск за все, за людей, за все то, что дает она мне, моей семье, моим детям, внукам. Сейчас разварится. Снимаем с огня уже, да, буквально минута, и все готово же, да, вы говорили? Все, да. Довелось до кипения. И костыбой тоже Костыбей присоединим. тоже. Конечно, Да, обязательно. Посерединке поставить. присоединим. Покажем. Так. Сюда, наверное, пока Вот так, ага, пускай. Ну, Ну, что давайте ж, пробовать. Ну Не что ж, терпится мне. вам не терпелось, Что когда ли? я Что лапшу ли? заложу? Да, я Ой, сейчас уже не красота терпится попробовать, вообще. что получилось. Так, зелени не хватает, конечно. Пожалуйста. Спасибо. Тагир Васильевич, вы тоже Нет, будете я, пробовать? спасибо, нет. Я пока не буду. Нет, я вижу, я уже так вижу, что Тахир очень Васильевич будет вкусно. выступать сегодня. Очень вкусно. Это вообще татары очень хорошо готовят. Это Да, да, я да. Точно знаю. Сказал татарин. Да, сказал татарин. Присоединяйтесь. Сказал татарин, да. Ну что, друзья, давайте попробуем действительно, что у нас получилось. Приятного аппетита. Ой, замечательно. Да, спасибо, друзья, большое. Передача наша подходит к концу, и у нас такая добрая традиция есть. Пожалуйста, вот на эту камеру давайте по очереди пожелания для наших телезрителей.
А я пока буду есть. Когда вы кушаете, мы должны говорить, да, это вообще неправильный вариант. Да? Почему? Я ем, а вы параллельно говорите. Ну, конечно же, сейчас как хотелось бы мира и покоя, чтобы у нас на земле был мир. Естественно, дружба народов, чтобы она была нескончаемой, чтобы мы все вместе жили дружно, сплощенно, при поддержке друг друга. Счастья каждой семье, добра и здоровья. Ну, я хочу пожелать, я коротко, вот, всем пожелать добра, счастья, любви к своим близким, к своим родным, любви к родному краю, любви к нашей всей Якутии, республике нашей. Ну что ж, друзья, на этом мы потихоньку с вами прощаемся. Я еще раз скажу, что мы находимся в городе Алекминске. У нас сегодня в гостях были представители татарской общины в городе Алекминске Рита Агленуровна Имаева и Тахир Васильевич Кугнуров. Спасибо еще раз, друзья. А я Петр Цепанди. На этом мы с вами прощаемся. Будьте здоровы и кушайте, как мы всегда, просто вкусно. Будьте здоровы.